В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. В режиме ожидания. Первое заявление я указала на русский язык. Потом переписали на татарский язык. Как и когда с изучением татарского угодят школьникам, родителям и учителям? Лина Зинатуллина. Ответы на вопросы. У меня выдрали, с улицы поставили лестницу, выдрали, все, уехали. Когда в поселке Новая Тура появится цивилизация, в сюжете Динары Камаловой. Много советов для малых сельхозпроизводителей. Жить надо уметь и делать уметь. Как в деревне найти успешное занятие, узнал Дмитрий Аринин. Международный день студентов. Как живут, учатся и развлекаются студенты 21 века, увидел Салават Мадулян. Трагедия, которая в памяти навсегда. Сегодня 4-я годовщина со дня крушения Боинга 737 в Казани. С самого утра татарстанцы несут цветы и траурные венки к мемориальному комплексу в аэропорту Казань. Родственники, коллеги, друзья. Сотни человек сегодня почтили минутой молчания память погибших. Напомним, авиалайнер выполнял полет по маршруту Москва-Казань. Он рухнул на землю при заходе на посадку. Этот рейс стал последним для 50 человек. В Мариэл объявлен траур по погибшим в ДТП. Накануне вечером на трассе Ишкарала-Казмедемьянск столкнулись маршрутный автобус и лесовоз. 15 человек погибли, в том числе и подросток. В больницу Ишкаралы было доставлено 4 человека. По словам инспекторов, причиной аварии могло стать резкое ухудшение погоды. На трассе шел снег с дождем. И сегодня одна из пострадавших в санавиации была переведена в Казань. Девочку госпитализировали в РКБ. Пострадавший сейчас передан сотрудникам медицинской службы для дальнейшей транспортировки в детскую республиканскую больницу. Всего в спасательной операции принимал участие 3 пилота-спасателя, а также была оказана психологическая поддержка. Рустам Минниханов уже направил телеграмму со словами соболезнования главе Республики Мариэл Александру Евтефееву. Примите искренние соболезнования татарстанцев и мои лично в связи с трагедией, говорится в тексте. Мы просим передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Не впору ли объявить траур по татарскому языку? Неделя без ответа. Сегодня истек срок, в который Татарстан ожидал получить новый федеральный стандарт, в котором должны были быть прописаны 2 часа обязательного татарского в начальном и среднем звене образования в качестве государственного языка. Это было бы компромиссным решением не только для Татарстана и Российской Федерации, но и для русскоязычного населения республики. Тем временем, задним числом, все умны. Те, кто еще совсем недавно категорически в запале эмоций утверждали, татарский язык им не нужен. Сейчас просят их вернуть. В школах сотни заявлений от родителей. Лина Зинатуллина увидела искреннее желание не расставаться с татарским языком. Она сразу же сказала: мама, я буду изучать татарский язык, я люблю этот язык. Дочери Светланы Комаровой за занятия татарским языком пришлось даже побороться. Русская девочка влюбилась в язык с детского сада и месяц назад чуть не лишилась возможности его изучать. Родителям татарстанских школьников тогда поставили выбор. В первом заявлении указали русский язык, потому что сами не владеем татарским языком и при выполнении домашних заданий не можем помочь ребенку. Но когда Маша узнала, что она не будет изучать татарский язык, была очень расстроена. И, конечно же, мы пришли, переписали заявление, и она сейчас с удовольствием ходит на эти занятия. Я сначала выбрала русский язык, подумала, что татарский не отменят. И когда узнала, что татарский хотят отменить, я переписала свое заявление. Комарова и Воронова не одни. Переписанные заявления со взвешенными решениями пачками приносят в школы республики. С таким намерением около 70 заявлений на сегодняшний день мы уже собрали. Если посчитать, что только в одной школе почти сотни родителей передумали и вернули детей на уроки татарского, то в масштабах республики цифра более чем впечатляющая. Эксперты едины во мнении, и тогда большинство просто пошло на поводу у меньшинства. Это позже пришло понимание, таким проблемам здесь не место. Республика Татарстан – это всегда пример таких взвешенных, гармоничных межэтнических, межконфессиональных отношений. И эта ситуация рано или поздно она разрешится, а нам все равно всем вместе жить дальше. Это некое уважение к культуре того народа и культуре тех мест, где мы живем. То есть я не считаю, что татарского языка нужно много. Я считаю, что он должен быть качественным. Его должен быть не очень много, но он должен быть обязательным для всех. Чтобы детей не делили по принципу, что ты татарин, вот ты идешь учить свой язык обязательно. А я русский, я пошел в футбол играть. 2 урока в
Неделю едва ли можно назвать обременительной нагрузкой. При этом, если на каждом занятии ученик запомнит хотя бы 5 слов на татарском, то к концу даже одного учебного года словарного запаса уже хватит для несложных диалогов. Те, кто учился в школе, когда татарский еще не преподавали в статусе государственного, сегодня идут на специальные курсы. Они несколько лет открыты на базе КФУ. Юристы, врачи, предприниматели. Эмилия Романова работает в продажах, говорит, клиентам приятно, когда обращаются на родном. Но на вопрос, для чего учат татарский, отвечает просто: живу в Казани. Когда я училась в школе, я русская по национальности, у нас вообще отсутствовал урок татарского языка. Я считаю, что это большое упущение было. Мне очень вообще безумно интересно вот изучать сейчас. Я поняла какой-то красивый язык. Какая-то многогранная культура. Именно для себя, чтобы именно понимать людей, с которыми я рядом живу. Отсутствие в школе обязательных уроков, по мнению экспертов, прямая угроза потери языка даже среди татар. Татарский язык прошел тот период, все-таки, когда на нем и не говорили, и не общались. И есть целое поколение сейчас, которые даже своим детям не могут помочь, да, делать какие-то упражнения. Вот просто к этому не хочется, наверное, возвращаться, чтобы опять пошло то поколение, которое не могут своим детям что-то сказать на своем родном. А пока республика в режиме ожидания тех самых 2 часов в статусе государственного языка. Ведь в этом случае это не просто предмет в расписании, а тот самый компромисс, который сохранит добрососедские отношения между татарами и русскими. Лена Знатульна, Марат Сидгараев, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. К другим темам. Сегодня Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Китай. Первой остановкой в провинции Шандунь стал местный машиностроительный завод, который готовит детали для КАМАЗа. Кроме промышленности, президент и китайские партнеры говорили и о расширении межрегионального сотрудничества. О том, как Китай и Татарстан становятся ближе, Салават Мухаммадуллин. Прямо с трапа крепкое рукопожатие и цветы по традиции. В провинции Шаньдун президент уже в 3-й раз. Местные резиденты сходу пользуются возможностью выйти на российский рынок. Практически с самолета сразу на завод идет президент. Наше рыночное присутствие в Китае сейчас 40%. Двигатели, электрогенераторы и автомобильные компоненты – все это позволяет компании Weihai Power работать на мировом рынке. В числе партнеров китайских промышленников и КАМАЗ. В челны поставляются комплектующие для грузовиков. Уважаемые наши партнеры, я искренне рад воспользоваться вашим приглашением и находиться в вашей прекрасной провинции. От слов к делу и на встрече с руководством провинции речь идет о развитии сотрудничества между Татарстаном и Шаньдунь. Поднебесная в топ-10 торговых партнеров республики. Недавно Казань стала столицей 3-го российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора. Впереди только увеличение товарооборота. Уже сегодня Рустам Минниханов прибыл в город Шэньчжэнь, где завтра президент посетит китайскую выставку высоких технологий и проведет ряд встреч с резидентами и руководством провинции. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Китай. Посоветовали без дела не сидеть и пообещали помочь деньгами и типовыми бизнес-планами. Сегодня селян за Казани и Татарстана учили правильно вести хозяйство. В Арске прошла большая выставка-семинар, посвященная повышению деловой активности сельского населения. Как бизнес в глубинке может быть ключом в струю деловых людей из деревни, погрузился Дмитрий Аринин. Признан настроить на серьезный лад. То есть, чтобы жизнь на селе была лучше и веселее, нужно находить драйверы или локомотивы развития хозяйства. Отдайте туда Махмуту эту машину, пусть он ездит. Махмут не присутствует здесь. То, что в деревне много занятий хороших и разных, и на них можно неплохо заработать, показали сегодня на выставке. Так Данил Хазиев из Арского района на своем тракторе помогает всей округе вскапывать участки. Жить надо уметь и делать тебе. Если руки, ноги работают. А в Новосинском сельском поселении научились с умом использовать республиканские гранты. На них жители разводят различную живность. Надо работать, заниматься. В личном подсобном хозяйстве тоже можно. Выращивают же и гуси, и индюки. Всем премудростям бизнеса на селе представителей 11 районов республики учили на семинаре. Для аграриев хотят разработать типовые бизнес-планы, чтобы было проще начать и расширить свое дело. Не столько нам это огурцы, моркошка, картошка, может быть, нужна, завезут в рыночных условиях, сколько загрузить людей работой, их образ жизни жить у себя на селе. Но главное, чтобы они остались в сельской местности, где наши ценности, культура наша, язык наш. Сейчас малые сельхозпроизводители уже дают больше половины всей аграрной продукции Татарстана. И это не предел. На поддержку села в республике обещают не скупиться. Ежегодно 10 и более миллиардов только от республиканского бюджета получаем поддержку на развитие АПК. Мы даже не разделяем
Они как единый организм, крупные, мелкие и личные подсобные хозяйства. Они единый организм. Подобные встречи пройдут еще в 3 районах Татарстана. Пока же аграриям на зиму дали задание продумать, как лучше наладить кооперацию. Дмитрий Айрин, Амир Залюшев, ТНВ, Арский район. Только каждый 10-й россиянин доволен системой здравоохранения в стране. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. 37% опрошенных оценили работу на 3. Половина же респондентов критически оценивают состояние дел. Напомним, что опрос по качеству услуг идет и в Татарстане. На сайте Минздрава желающие могут ответить на ряд вопросов. Итоги мониторинга подведут в декабре. Ночь, улица, фонарь и яма. Жители Новой Туры негодуют. Им отключили уличное освещение. А это чуть ли не единственное благо цивилизации. Ведь дорог здесь не было и в помине. А до ближайшей остановки несколько километров. Почему удобства обошли этот поселок стороной, Динара Камалова. Мы идем все вместе пешком. Я беременная, скоро тоже рожу. Поэтому я тоже не смогу. Километры пешком для жителей поселка Новой Туры – дело привычное. Остановка, соединяющая их деревню с внешним миром, за 2 километра. Пешком по грязи беременные, старики и дети. Плюсом к бездорожью темнота. За последний месяц в поселке один за другим погасли фонари. Чтобы вернуть цивилизацию, жители обратились в администрацию района. Говорят, что администрация, у них долг 600 тысяч. Сумма оказалась совсем не вымышленной. Поселок задолжал энергосбыту. Компания, которая осуществляет подачу электричества, несложно себе представить, что она несла огромные убытки. Оказалось, что из 150 фонарей 120 были подключены к электролинии незаконно. Дополнительное освещение провели и сами жильцы через домовые счетчики. Сельчане, похоже, и не знали, что их действия посчитают неправомерными. Освещение я поставила на улицу, развернула. Так они выдрали еще мои личные провода, которые я сама лично устанавливала. Но без света, нас уверили в пресс-службе Зеленодольского района, жить этому поселку осталось недолго. Совсем скоро к 30 официально установленным фонарям должны добавить еще 68. Эта работа будет производиться поэтапно. В течение недели-2 месяцев она будет завершена. Нужно их правильно подсоединить, поставить на баланс. А что делать с бездорожьем, пока непонятно. 2 месяца назад отправили жалобу в Зеленодольский исполком. Получили ответ. До 15 ноября 2017 выполнить работу по укладке асфальтобетонного покрытия в поселке Новая Тура. После обращения рабочая техника действительно появилась, говорят жители, но денег хватило лишь на ремонт кооперативной и совхозной улицы. Школьную сделали на средства самообложения. В исполкоме поясняют, работы идут поэтапно. 19 ноября у нас будет проведен референдум. Если референдум состоится, то планируем в дальнейшем за счет собранных средств также дальнейший ремонт дорог в поселке, в том числе и в Туре. Одна проблема перетекает в другую. Так как в поселке нет дорог, то и автобусы сюда не заезжают, даже школьные. Зеленодольский исполком в ответ на наш запрос ответил, что запланирована комиссия, которая оценит качество дорог и возможность заезда школьного автобуса. Но даже с учетом всех планов и обещаний, блага цивилизации дойдут до жителей не раньше, чем через полгода. Динара Камалова, Александр Лобанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Больше 400 ликвидированных свалок, 19 тысяч голосований на интерактивной карте по разбитым дорогам в Татарстане. В топ самых убитых вошли 10. 9 из них были отремонтированы. Сегодня региональный общероссийский фронт в Татарстане подвел итоги работы за год. В России организация создана в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. А в республике активисты работают с 2014 года. Больше 20 предложений подготовил Общенародный фронт на 2018 год. Всего же за год поступают порядка 1000 звонков и писем от населения. В лидерах житейские проблемы, плохие дороги и безответственные коммунальщики. Среди них и законопроект об улучшении качества жизни инвалидов. Сталкиваются в ОНФ и с откровенным мошенничеством в сфере закупок. Мы столкнулись с закупкой, которая была объявлена. Цена яблок 1 килограмма в этой закупке, которая приобреталась для детей, для детского питания, на первичном этапе составляла 200 рублей. Как не превратить домашние задания в пытку и помочь школьникам адаптироваться к учебному процессу? Ответы на эти и другие вопросы искали сегодня родители вместе с экспертами. В Татарстане стартовал проект «Республиканское родительское интернет-собрание». Для мам и пап провели первый урок «Как учить, а не мучить». Во время трансляции слушатели смогли задать вопросы экспертам. Что волнует современных родителей и куда можно адресовать вопросы, знает Анна Городнова. Алгебра. 6 примеров и 4 задачи. Физика. 3 параграфа и лабораторная.
Эту серию «Ералаши» сняли в конце 80-х годов. С тех пор нагрузка на школьников ничуть не уменьшилась, а наоборот растет с каждым годом. Меняется учебная программа, а еще нужно на секции и кружки успеть. К чему приводит такой школьный перегруз, говорят физиологи. У 40% учеников наблюдаются скрытые и явные неврозы. Успеваем посещать и дополнительные кружки, и секции. Бокс, футбол, английский и плавание. Это программа минимум для второклассника. Сын Инны Туктамышевой при этом успевает и уроки делать. Главное, говорит она, время правильно организовать. Порой уровень занятий, заданий, которые получают дети, заставляет задуматься не только ребенка, но, скажем так, и мы сидим, чешем в голове, как же с этим справиться. Порой требования у родителей бывают завышены, говорят эксперты. Ребенок быстро перегорает. Как найти ту грань, чтобы учить, а не мучить? За столом родители, психологи и общественники. Где-то излишняя активность родителей, где-то недостаток внимания. Лучше, наверное, когда ему дадут гаджет. Лучше, когда он сядет за компьютерный столик и будет играть. И не беспокоить их, потому что у каждого тоже есть свое такое ограниченное маленькое личное время, когда хочется там потратить на себя любимого. Такие встречи в онлайн-режиме станут регулярными и будут проходить на базе Казанского инновационного университета. Трансляция будет проводиться через сайт Казанского инновационного университета. И через этот же сайт там создан специальный портал, можно задавать интересующие вопросы. Чтобы у родителей было время посмотреть, выбрали обед. Трансляции будут проходить в 12 часов дня раз в месяц. Анна Городнова, Игорь Романов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Пары, сессия и студенческая весна. Сегодня весь мир отмечает Международный день студента. Только в Казани это больше 150 тысяч виновников торжества. О студентах 21 века и университетской жизни их родителей. Салават Мухаммадуллин. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Жизнь как в отеле. Современная мебель, теплая комната, индивидуальная кухня с холодильником и, конечно, санузел со своей душевой. Пару десятков лет назад студенты об этом и не мечтали. Ну а сегодня студенчество 21 века рушит стереотипы об общагах и пресловутом выживании студентов. Живите в общежитии. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить. Такие условия сегодня студентам заслуживать не приходится. Скрипы кровати здесь и не слышали. Комфортно, очень тепло, свежо, довольно-таки много освещения. Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием. В проводах и студенты 2017-го. Правда, так списывают здесь не ответы на билеты, а показания состояния здоровья, современные технологии в действии. Каждый студент должен знать хотя бы один иностранный язык, иначе ему не место в высшем учебном заведении. В 21 веке то, что раньше были должны, теперь знают. Компьютерный язык знаком каждому студенту. Еще бы, на парах без электронных помощников часто не обойтись. Имей в виду, Буянова, в 12 дверь на засов. Сегодня студентов останавливает разве что надпись «Осторожно, злая собака». В Поволжской академии пропускной режим. К тому же пластиковая карта имеет несколько функций. Он является как бы и банковской картой. На эту карту перечисляется наша стипендия. В здоровом теле здоровый дух. Да. Без стрельбы и мотивационных пословиц студенты 21 века, что называется, зависают в спортзалах и тренажерках. Можешь заниматься нашим спортом, как ты хочешь. Вот это самое главное. В других местах там нет, не бывает. Даже там враг нет вообще. Так какой же он, студент 21 века, как влияет на него безграничные возможности? Здесь бы я исходил от потребностей отрасли. Сегодня важно студенту развиваться. Развиваться как личность, развиваться как будущий специалист. Сами студенты, дети 90-х, развиваться, похоже, готовы. И даже в свой праздник жизнь в университетах и не думает останавливаться. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Впереди вас ждет прогноз погоды, а сразу после Акбарс встретится с ЦСКА. Ждем отличной игры. Хорошего вечера. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь.
Полезное производство с заботой об окружающей среде. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. Только в ноябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. 20 лет на сцене. Юбилейные концерты ансамбля танца «Казань». Хореографический спектакль «Великий шелковый путь» с 7-8 декабря в театре Камала. Лучшие хореографические композиции в исполнении ансамбля танца «Казань». В магазинах низких цен «Победа» Республики Татарстан. Апельсины 49 рублей за килограмм. Стиральный порошок «Сорти» 275 рублей за 6 килограмм. С 16 по 22 ноября. В магазинах низких цен «Победа». Ценопад в санатории Васильевский. Стандартные номера 1600. Люксы от 3200 рублей. Питание по системе «Шведский стол». Телефон 22 66 770. В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Мария Киселева представляет уникальный волшебный спектакль на воде «Сказка о царе Салтане» со 2 по 7 января, без возрастных ограничений. Сохраните себе жизнь, питайтесь правильно. Минздрав Республики Татарстан. Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм, деревенский гусь 250, деревенская индейка 220, деревенская утка 180 рублей за килограмм. Легенда татарской эстрады Салават Фатхетдинов с новой программой. Скоро в вашем городе. 7 декабря Ишкарала, 8 Пестрицы, 10 Саратов, 11 Пенза, 12 Старая Кулатка, 13 Кузнецк, 14 Параньга, 17-18 Москва, 19 декабря Нижний Новгород. Не пропустите. Татар халкының милли күрекке, жанлы музыка, тамашашы сайлаган жырлар, шын милли ес. 9 декабрь. Это класс. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкаф и доставка, установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль «ДМ Мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. «Данил Мастер» настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167 166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике сохранится облачная погода со снегом. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно, ожидается снег, температура воздуха составит до 2 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана облачно, местами снег и -1 градус. На севере республики тоже ожидаются осадки в виде снега. Там температура воздуха составит до 1 градуса мороза. На северо-западе Татарстана пасмурно пройдет снег и будет до 1 градуса ниже 0. На юго-западе республики облачно, снег и около 0 градусов. В центральном районе Татарстана тоже не обойдется без осадков. Температура воздуха там составит -1 градус. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска — ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. В Казани в предстоящие сутки будет облачно, пройдет снег, температура воздуха составит около 0 градусов. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.